Друзья, ну что, мы продолжаем. Сейчас мы с вами рассмотрели достаточно такую простую, да, поломку. Была замена просто модуля. Но и сейчас Александр продемонстрирует нам еще, какие поломки бывают. И, на мой взгляд, они более серьезные. Ага, здравствуйте. На данный момент мы рассмотрим неисправности самого холодильного агрегата. То есть не по электронике, а именно по холодильной системе, по трубопроводу, в частности, по испарителю посмотрим, по конденсатору посмотрим. Компрессор менять не будем, но все, что мы сейчас рассмотрим, это довольно близко к их замене компрессору, то есть будет касаться пайки труб, будет касаться пайки алюминия. Для начала давайте рассмотрим некоторые неисправности, то есть не их ремонт, а именно сами неисправности, какие бывают у холодильников. Допустим, бывают однокамерные холодильники, то есть это холодильник старого образца, у него вот здесь находится морозильная зона, внизу холодильная зона, он разукомплектован, он стоит. То есть частенько бывает вот в этой зоне, собственно, у людей нарастает лед, и они начинают его ножом, собственно, колоть, и у нас происходит что-то типа вот такого вот явления. То есть холодильник проколот, фреон выходит. Если есть такая дырка и фреон вышел, холодильник отработать не будет, то есть требуется ремонта. Потекло масло. Там помимо фреона еще и масло есть, да? Конечно, это как конечно, да. в кондиционерах автомобилей, да? То есть всех. там для смазывания компрессора еще и Масло циркулирует в системе, оно находится там непрерывно. Угу. То есть, в таком случае, если вы, не дай бог, сделали что-то такое, скорее всего, у вас здесь лед, нужно что делать? Нужно срочно убирать весь лед, какой-нибудь зубочисткой дырочку заткнуть, для того, чтобы туда не попала вода. То есть, в этом случае его, в принципе, можно будет запаять, влага в системе, это очень плохо. Если туда вода попала, скорее всего, холодильник надо будет менять, вне зависимости от того, сможем запаять дырку, не сможем, потому что прям в бабки не ходи, будут проблемы в будущем. Вот. Давайте рассмотрим проблему другого характера. То есть на данный момент это всем известная морозилка, которая стоит много у кого. Бирюса или Саратов, я не помню. То есть можете даже посмотреть, это лицо известно, но не будем тратить на это время. Что бывает? Допустим, бывает неисправен компрессор, бывает забитый фильтр, что-то. Бывает вот такая проблема. Допустим, люди при переноске, при переезде порой раз отрывают вот эту тоненькую трубочку, отрывают эту тонкую трубку. Бывает, ломают вот здесь, вот в этом соединении. Но сейчас руками я его сломать не смогу, потому что соединение достаточно крепкое, советское. То есть и рассмотрим дальше уже ремонт холодильного агрегата на примере вот этих двух неисправностей, так скажем. Все они были нанесены людьми, но бывают случайности, бывает как бы и гниение трубопровода. Но как бы все равно ремонт очень похожий будет, прям вот то, что мы сейчас проведем. Для того, чтобы отремонтировать данное соединение, будем использовать припой по алюминию. Собственно, нашу уже стандартную горелку на МАП-газе, многие ее видели. И для начала надо очень хорошо зачистить это соединение, для того, чтобы убрать оксидную пленку. Тут это немножечко морока. Ну вот, условно говоря, мы все почистили. Теперь приступаем непосредственно к процессу пайки. В данном случае паяется не самым большим огнем, потому что алюминий он очень легкоплавкий и можно запросто испортить деталь, то есть прожечь. Нагреваем сначала ремонтируемую зону. Самое главное сейчас в этом процессе, это я должен внимательно следить за действиями Александра, потому что, как вы видели, он с легкостью проткнул испаритель. И, соответственно, сейчас мне предстоит сделать то же самое. Вот пошло, какая-то реакция пошла. Но шарики еще не прилипают, уже начинают. Вот, облипается у нас это отверстие.
Вот так вот. Фу. Так, и наше отверстие получается запаяно. Посмотрите на меня. Собственно, работа такая... Трогательная. Трогательная. Прослезился. Жалко, конечно, жалко. Был этот холодильник, его убили, мы его постарались оживить. То есть я правильно понимаю, что в целом ты же сейчас запаял алюминий? Совершенно верно. Без аргона? То есть просто с помощью Да, с помощью припоя? специального припоя, внутри которого находится специальный флюс, который окисляет алюминий, то есть снимает, вернее, оксидную пленку, вот этот вот кислотный припой, и позволяет материалу слипнуться. Угу. При аргоновой сварке тут вот защитной ванной является аргон, который защищает от окисления, собственно, у нас здесь флюс. Да, то есть интересно, а в целом, вот, допустим, в походных условиях, например, пробил радиатор в машине, да, то есть он алюминиевый, то есть можно с помощью горелки и вот подобного припоя запаять. Ну, при должном опыте, я думаю, да. Как вариант, чтобы, Плюс, делать? Да, еще одно использование данного навыка вполне возможно. То есть медные радиаторы, алюминиевые радиаторы паять чисто теоретически можно. То есть у меня личного опыта нету, но почему бы нет? Это тот же самый материал, условно говоря. Ну, возьмем на заметку. Так, в целом, давайте посмотрим сейчас. Это получилось не очень красиво. Мы сейчас еще немножко оплавим, собственно, флюс, чтобы тут у нас эти капельки, они должны уйти. Ну, все, они не плавятся. Выкипел. Не самый красивый, но с виду вполне надежный шов. Единственное, тут немножко есть некрасивость. Это уже дальше покажет эксплуатация. Ну, в целом, в общем, я так понимаю, лучше ножом лед не сбивать. Совершенно верно. Либо деревянной лопаткой, либо временем. То есть просто оттаивать. Что ж, хочешь попробовать? Давай. Так, подать тебе нож, да? Сделаем еще одно отверстие где-нибудь недалеко. Какое-то такое, короче, явное отверстие. И проведем те же самые манипуляции. Давай, это уже я буду делать. Так. Левой рукой можешь придерживать холодильник, чтобы он не скакал. И вот там вот во шве, прямо вокруг него, надо хорошенечко все это дело зачистить. Чтобы не было лака, который вот на испарителе находится. Сажи от прошлой пайки. Так, тряпочку, да? Приемлемо. Нет, тут можно рукой, тут насухо нужно делать. Все, чтобы не было никаких лишних... Нам нужна сухая поверхность. Так, берем горелку. Так. Ты как-то подальше отошел, да? Значит, ты в кадр не помещаешься. Так, сейчас. Обычно крутится как все. Сильнее, 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 смелее. Поджигаем. У меня автоподжиг не работает, поэтому зажигалка. Нормально, сильнее, да? Сильнее, сильнее. Чуть-чуть сильнее. Ну, еще. Как-то я плохо снимаю. Вот чуть меньше. Вот примерно где-то вот таким вот пламенем. Давай пробовать паять. Так, я уже могу, это вот уже как нагреется, начать припоем, да, делать? Да, пробуй. Нагревай. И припоем можно прям гладить его туда, прям трогаешь, он начинает прилипать. Чуть подержать, вот он начинает типа плавиться, на нем оставляй. Во-во-во-во. И теперь аккуратно води, вот этот вот шарик, который ты наложил, он должен встать, начинать течь. Да. И перегрел, вот, да? Нет, все нормально. Почему он утекает так далеко? Вот, да, потому что температура поверхности еще недостаточная для того, чтобы припой на него нормально ложился. Грей. Чуть поближе грей. Так, что-то есть. Вот, лови этот момент. Самое главное в пайке алюминия — это поймать момент. Немножечко до он не запаяется, немножечко после произойдет разрушение поверхности, с которым мы... Слушай, нормально? Ух ты! Да? Да, греем. Вот это еще не запаял. У него справа немножечко остался не пропай явно. И этот пузырек
Лед плохо, да, греем, теперь чуть правее греем. Вот эта жидкость, которая есть, это флюс, он должен у нас растаять, должен выкипеть, по ней разбегается припой. Так, все, пока еще дальше за ним, он туда, справа, наверху, добавляю вот здесь сюда, вот в этом месте, да. И получается, все, давай посмотрим. Ну что, получается, у нас Руслан запаял алюминиевый испаритель? Для первого раза очень неплохо. Да? Да. Слушай, я тебя поздравляю, ты молодец. Надо, это в общем, нужно иметь в автомобиле на всякий случай. Здорово. Ну, не знаю. Ну, ладно. То есть теперь дальше уже холодильник, собственно, вакуумируется, заправляется и работает. Перейдем к следующей неисправности. Для того, чтобы исправить данную неприятность, нам придется заменить фильтр. То есть вот этот фильтр-осушитель, это капиллярная трубка. Как видите, она связана между собой. Собственно, конденсатор связывается. Мы меняем этот фильтр, в нем входные отверстия и для конденсатора, и для капиллярной трубки. Также нам надо будет откусить запаечное отверстие, то есть вот этот запаечный клапан, его надо будет выпаять, либо же как-то обрезать и к нему припаять запаечный клапан для того, чтобы его можно было заправить фреоном. Он здесь немножко неудобно, но мы справимся. То есть в первую очередь фильтр просто откусывается. То есть, а для чего убирается фильтр? Для того, чтобы ставить новый. То есть этот фильтр восстанавливать смысла особого не имеет. Это расходный материал. Он у нас есть. И вот это вот отверстие, оно уже паянное. Сложно будет его отсюда выпаять, потом новую эту. И в конце концов, в каком состоянии, нам неизвестно. Вдруг он уже не очень хороший. То есть, а мы имеем, собственно, все возможности поднять его, поставить на старый, то есть на новый. Нынче вот выпускаются подобного образца фильтры для бытового холодильника. Они размером чуть больше, а принципиального значения какого оно не имеет. То есть насаживается сюда, условно этот вставляется сюда, и потом это дело сваривается. Только нужно правильно смонтировать. А я-то смотрю, думаю, вот на этой трубке очень тонкое отверстие, как мы будем его припаивать? То есть его внутрь вставляешь? Да, он вставляется вовнутрь и опаивается это снаружи, это внутри. То есть специально вот здесь небольшое отверстие у нас имеется, здесь больше. Вот. Технология та же самая, то есть нам нужно сначала зачистить все соединения для того, чтобы у нас был голый металл. То есть, само собой, на краску оно не припаяется. Делается это с сложностями, собственно, сначала обдергивается плоскогубцами, в данном случае без этого не обойтись. Краска очень толстая, краска советская. Может быть, у нас даже ободрать ее не получится, и холодильник придется выкинуть. Но будем надеяться, что у нас все выйдет. Стоп, Руслан, я думаю, что здесь ремонтом ты займешься прям чуть ли не с самого начала. Давай, я не против. Толстую краску надо ободрать для того, чтобы по всему периметру у нас была прямо вот до сюда, наверное, да? Прямо вот до сюда, вот совершенно верно. Видно, что фреон уходит. То есть колебания воздуха. Да. Ну что ж, теперь уже можно дальше зачищать наждачной бумагой. Пока Руслан зачищает, мы возьмем следующий инструмент, который понадобится нам для ремонта. Собственно, это, наверное, женское зеркальце. Так. С помощью зеркальца мы заглядываем под юбочку и смотрим, все ли мы везде прочистили. Для того, чтобы... Все, да? Да, это сзади, вот видишь, надо все очистить. Вот это был. Если так можно выразиться. Вот так вот можно. Условно. Совершенно верно. Собственно, теперь монтируем фильтр-осушитель. Одеваем его на трубку примерно на миллиметров 6, да, чтобы у нас чистый конец металла у нас обязательно торчал, мы к нему паяться будем. И теперь вот он толще, чем сама труба, его нужно плоскогубцами обжать и вот здесь вот как бы закусить как следует, чтобы он держался. Так, потому что я лучше правой рукой сделаю. Потому что это сложно, действительно, это немножко твердый фильтр. Это нет. Так, прям расстояние нормальное? Да, это вполне хорошо. Я не совсем. Надо вот взять вот отсюда вот так вот. Все понял. Вот так вот, и вот здесь вот дальше вот закусить. То есть, как бы его... Да, его нужно обжать, чтобы он сильно сидел со всей силы. Покажи мне мощь. Держит? Держит, но
А, ты тут уже, да? Надо чуть вот так вот сильнее. Угу. Вот теперь держит. Далее капиллярную трубочку эту, которую тоже немножко подготовили, загнули, сделали небольшой стопор, чтобы она не убежала дальше, чем надо. Вставляется туда. Так. Да. Теперь нам нужно паять. То есть берем горелку, куда мы ее дели. Да. Собственно. И зажигалка. Да. Зажигалка, она где-то красная. Вон сзади. На данный момент пламя будем использовать намного сильнее. То есть, еще сильнее. да, возьмем сразу же, подготовим припой. То есть вон в колчане у нас лежит пруток офлюсованный. Так, а если я буду сюда дуть, вот это не расплавится? Поэтому дуть надо вот так. То есть, да, надо будет греть вот это вот место, для того, чтобы вот здесь вот вокруг на сиденье, собственно, пропаять. Так, поехали, да? Сразу сильнее. Сильнее, пока стоп. Стоп, пока не появится синий цветочек примерно сантиметровой длины, чуть-чуть сильнее. И теперь конечком вот этой короны, собственно, начинаем греть. Вот этой? Вот этим местом. Ого. Но еще что? Для того, чтобы хорошо припаять медь к стали, лучше использовать специальный присадочный флюс. Мы немножечко нагреваем припой, макаем его сюда. Вот. И перед пайкой надо, чтобы туда нагреваешь. Сейчас а потом грей. Чуть-чуть подальше в сторону железа, да. И теперь по железу это плюс. Так, железо у нас вот это? Нет, железо это сталь, а это медь. Вот это медь? Да, это медь. На сталь, на границу стали и медью. Теперь намазывай плюс, собственно, наноси. Просто подложи, он туда распечется. Нет, на сталь надо было, не на медь. Еще раз макни. Еще раз макни? Да, туда макни. Еще раз идем, поменяем место дислокации. Начинается теперь снизу, чтобы тоже затекло, убирай. Когда перекипает не очень хорошо, получится соединение не очень. Так, что делаем дальше? Греем ту сторону, но уже без флюса. Это добавляю? Ну, добавь немножко. Добавляем. Все, на маленькую переходим. На маленькую? Нет, на маленькую дырочку. Точно так же. Опять же туда макнуть, да? Да, нужно будет направление от, чтобы дуло куда-то сюда, чтобы не испортить клиентам. Нет, тут не обязательно, это медь. Да, собственного флюза хватит. Так, теперь меняем положение, да? Измени угол немножко наверх. Наверх? И наоборот, вот так вот, да, дуй сверху. Нам вот эту середину не надо прогревать, только носики. А тут серьезнее, тут она не развалится, как бы. Можно просто испортить. Скажешь, когда прикладывать? Потихонечку пробуй. Он когда... Вот он пошел по-большому. Еще чуть сильнее прогревай. Убирай припой. Припой. Этот кусок тоже убирай. Давай посмотрим. Выключай. Ну, с этой стороны все получилось. То есть он, когда оплавляется, он как бы обволакивает вот эту. Да, всю по часть. эффекту капиллярности он туда прям заливается, а вот здесь на фильтре у нас сзади образовался непропай, вот это, который, да, прям, может быть, видно будет даже на камере. Надо будет греть заново и именно в то место наносить припой. Потому что такое соединение в эксплуатацию оставлять нельзя. Так, сейчас тогда, можем мы так зеркальце, извините. Или оно... Зеркальце можно изнахратить таким образом. Да. Так, сейчас я посмотрю, где оно. То есть, вот так вот. Угу. Сейчас припой понадобится, да? Ой, как это называется? Флюс. Так. Уже может и не понадобиться, но можно будет, собственно, его добавить. То есть оно только на начальном этапе. Да. Греть в данной ситуации слева направо нужно. В фильтр. В фильтр. Вот так вот. Нормально, да? Чуть-чуть сильнее. Где-то так. Так. Как бы вот так, да? Как бы вот так, да.
Добавляй. Он начинает плавиться, начинает жидкий робот, и ты его ловишь. Вот так, убираем. Заглянул сразу туда глазами, посмотрел. Как тебе? Вроде Выключаем горелку. С данным соединением мы закончили. Фу. По-настоящему жарко. Так, Горячо. слушай, ну круто. Ни в коем случае нельзя трогать фильтр. Вот на данном этапе он очень горячий, порядка 1000 градусов, можно хороший ожог получить. Да, понятно. Что, даже не попробуешь? Потрогать? Нет. Пока нет. Пока нет, да, его нужно остудить с помощью мокрой тряпки, потому что действительно это можно получить травму, пока ты будешь лазить, остальное что-то делать. Это раз. И фильтр на запуске должен быть холодный. То есть потом, когда холодильник запускать будем. Так, следующий момент. Теперь нам нужно припаять заправочный патрубок. Он находится здесь, в глубине. Неудобно. У многих холодильников он прямо здесь с лицевой стороны, то есть к нему есть доступ. Вот он, заправочный патрубок. То есть это ниппель-золотник, то есть система, как в автомобильной шине. Здесь пропаяна тугоплавким припоем на заводе, собственно, бронзовая головка, медная трубочка. Она такого же диаметра, как откусанный нами ранее сервисный вот этот отросток. Для того, чтобы... Ну, надо еще объяснить, почему мы его откусили. Да? Да, потому что мы не сможем заправить этот холодильник, не подключившись к нему. Нам нужна будет резьба для того, чтобы накрутить шланг. Вот, то есть просто сюда мы, если его что-то оденем, потом, когда снимем, опять весь фреон выйдет, то есть обязательно нам вот это вот место в ремонте нам нужно. Для того, чтобы одеть одну трубу одинакового диаметра на другую трубу одинакового диаметра, нам нужно этот диаметр изменить. Делается это с помощью развальцовщика ручного в квартирных условиях. То есть вот такой вот расширитель труб вставляется и до нужного состояния, то есть немножко подражал аккуратными движениями. Не одевается что-то. Значит, надо больше. Вот. Слишком сильно жать за раз не надо, можно порвать медную трубку. Здесь усилие такое. Да, и проворачивая его, то есть вот этой вот рукой. Конкретно можно переборщить, да? Можно порвать саму трубу, вот здесь вот в этом месте получается, здесь будет трещина. В нашем случае не критично, потому что эту трещину можно запаять, но зачем ломать? Вот эту саму штучку проворачиваю, то есть вот так вот крутить. И расширяя его чуть смелее можно. Вот, да. Вот, только чуть смелее. Ну, почти предел. Да. Предел. О! Вот. Оделась уже немножко свободно, но пусть она висит, ее также можно чуть продеформировать плоскогубцами. Вот в этом положении все, пусть стоит. Все. А нам ничего, вот этот штекер туда смотрит, ничего страшного. Мы его подогнем потом, когда припаяем. Так. И ты хочешь, чтобы я сейчас туда паяльной лампой, да? Да, для этих средств у нас тоже есть некоторые средства малой механизации. В данном случае есть паечный дефлектор, то есть такое вот устройство, с помощью которого можно завести вот так сюда, и огонь, получается, вперед дуть не будет. Ударяется об нее, единственное, чуть меньше становится паять, но в данной ситуации мы сбережем, получается, этот корпус, хоть это и не критично, но все же из эстетических соображений данная штука используется примерно вот таким вот образом. Я-то думал сейчас, где у меня третья рука будет. Да. Тут третьей руки нету, другие части тела используются, собственно, каким-то вот таким вот акопяновским способом, то есть тут изгаляясь, держа, вот как-то. А там у нас тоже медь на медь, да? Тут медь на медь, там у нас флюс не обязательно. На самом деле дефлекторы можно запаять. Но это немножечко сложновато. Можно дуть отсюда. То есть горелку направить просто без дефлектора вот из этого направления сюда. Она частично будет попадать сюда, частично туда. Мы туда картонку эту подвинем. Картонку, фанеру, чтобы ничего не испортить. И отсюда вот ее запаять, отсюда опаять. Отсюда у нас есть доступ припоя. То есть это такой монтажный момент, когда смотришь, откуда запаять, откуда подлезть. И чтоб ничего вокруг не испортить. Я думаю, даже мы дефлектором пользоваться на данный момент не будем, потому что тут неудобно. Так, хорошо. Пламя такое же сильное должно быть, да? Да, синенькая корона должна быть порядка сантиметра. У этой горелки так, у других может быть чуть другое. Да, примерно так. Бери штуку подлиннее, потому что, опять же, будет жечь. Сбережем
твою нежную кожу рук. Пламя чуть-чуть надо добавить, горелка начинает накаляться, КПД снизилось. Добавить пламя? Я что-то побаиваюсь там на пластик. Ничего. Это вынужденная мера. Аппендицит без шрама не вырезать. Тут можно держать, не обязательно водить. Тут она прогревается равномерно. На алюминии я так делал для того, чтобы вовремя убрать. То есть вот так вот, медленнее. Припой пока не надо. Не надо? Да, вот так вот он нагревается, разбегается. Теперь начинаем снизу добавлять. И сзади там. То есть огнем ты туда не подглядишь? Да. Каким-то вот таким вот образом. Сверху попробуй теперь добавить там. Знатный комочек получился. Что, достаточно? Да, убирай припой. Его достаточно много. Сейчас нужно, чтобы он обошел. Оп. Убирай. Пламя, у тебя начинает капать капелька. Она может сделать нам родинку на полу. Берем зеркальце. Так, смотрим. Ревизия. Да, смотрим, а получилось ли. Обмотано полностью. Начинаем дальше остужать этот патрубок и вакуумировать систему. Отлично. Так, пока Александр готовит следующий этап, то есть заправка компрессора фреоном, хотелось бы так поделиться, да, на самом деле очень, наверное, важна такая точность движений, и важно, наверное, еще понимать, да, в какой момент нужно добавить припой, когда убрать, и, соответственно, все это делается, считайте, при открытом огне, поэтому нужно каждая секунда на счету. То есть, не то, что каждая секунда, тут больше, наверное, на счету градусы, потому что если перегреть соединение, припой начинает перекипать, в нем могут образоваться непропаи, то есть образуется свич, через который впоследствии фреон будет не моментально, но уходить будет, холодильник будет хуже работать. То есть это уже, это уже такое, как это? Это уже оттачивание умений, да, скорее всего? Совершенно верно, это уже, как нынче говорят, на скилле. Да. Так, сейчас... Я так понимаю, сейчас Александр объяснит, что будет дальше. Так, дальше у нас патрубок остыл. Он должен быть, комнатной температуры, потому что в него вставляется ниппель. Ниппель имеет резиновые и силиконовые, собственно, прокладки, поэтому в горячий совать нельзя, он расплавится. Собственно, вставляется с помощью... Остыло. Уже можно трогать, да, совершенно верно. Он уже нормальной температуры, и его можно туда заряжать и начинать работать дальше. Вставляем, берем колпачок, на колпачке, собственно, для него гаечка. Вот этот вот, как его называется, да, экстрактор. Этот ниппель на автомобильный и подходит. Серьезно? Да, то есть они производятся как холодильные продаются, возможно, используются другие материалы в виде прокладки, не как на автомобиле. Но форм-фактор у этого ниппеля такой же. Во всяком случае... Затягивает, да? Затягивает, да? О, нормально. Так, подтянул, чтобы не раздавило. Все это в сторону, пока в сторону. Теперь мы одеваем манометрическая станция давления. Шланги немножко неправильно стоят. Я их сейчас переставлю по своим направлениям, чтобы было немножечко привычнее. Манометр у нас закрытый. Вот эта сторона накручивается на потребителя. Сюда. Да. Вторая часть накручивается на вот это вот устройство, которое именуется вакуумный насос. То есть здесь у меня колпачок от попадания грязи, то есть сюда он тоже накручивается. Так, проверка. Да, подтянули хорошо, без насилия, стоит все нормально. С помощью этого устройства мы высасываем из холодильного агрегата остатки старого газа, высасываем воздух, который попал в систему во время ремонта. Он нам внутри там не нужен. Там герметичная система, по которому циркулирует фреон с охлаждающим маслом. Собственно, там должен быть только фреон и масло. Остальное мы оттуда вынимаем. Включаем, открываем станцию. Пошло падение давления. То есть на данный момент мы создаем там вакуум. Этот насос способен сделать вакуум примерно минус 1 очко давления. До этого состояния мы и будем его вакуумировать. Также с помощью него косвенно можно констатировать утечку. То есть, если мы его отвакуумируем, потом выключим насос, вернее, сначала закроем этот кран и будем следить.
Получилось, не получилось. Давление падает. Потихонечку падает, но падает, мне кажется, медленно. Угу, то есть где-то может быть... Вполне так, раз одели, раз. Проверь-ка здесь затяжку. Да, есть, нормально. Закроем. Давление растет. Где-то я косякнул. Может быть. Вот растет. Медленно еще раз попробуем. Вообще, я считаю, что более-менее, когда стрелка доходит до конца, а потом некоторое время стоит. То есть в бытовых условиях полностью утечку на квартире у человека выявить очень сложно. Надо надувать воздухом, оставлять на длительное время. Поэтому в первом приближении используем такую точку отсчета. На данный момент мы до нее попытаемся дойти хотя бы немножко и закроем. Сразу выравнивается, выплевывается. Значит, где-то здесь? Где-то здесь в соединении, либо в самом теле холодильника что-то нехорошо. Но не обязательно. Вакуумируется не 1 минуту, на самом деле вакуумируется достаточно долго. То есть несколько минут надо его прогнать. Потому что воздух он высасывает вот через вот эту вот трубочку, через тоненькую. Это тоже происходит не моментально. Если же здесь, допустим, перепаяли и соединение стало слишком тонкое, тоже через этот момент будет медленно вакуумироваться. Потом впоследствии работать будет плохо, то есть мы это увидим, когда будем заправлять. Идет. Теперь скачет меньше, оставляем. Пусть поработает несколько минут. То есть это вот это все, вся система сейчас у нас Высасывается в атмосферу. Портим озоновый слой. Фреоном. Именно тем фреоном, которым в горбачевские времена начался этот хай, что холодильники портят озоновый слой, признали типа его неэкологичность. На этом фоне начали разрабатывать новые виды хладагентов и разработали новые виды хладагентов. Но в старой технике по сей день данный вид встречается. Не то чтобы он прям совсем токсичный, но что-то в нем такое есть. То есть мы сейчас, если мы заменяем старый фреон на новый, то он работает так же, как и на старом. Если вся остальная система в порядке, то есть не потерял производительность компрессор, дырочек у нас особо нету, то холодильник будет работать так, как должен. Уже лучше немножко еще. Я уже испугался. Ты бойся. Я думал, где-то совершил ошибку. Так, ну в целом я сегодня так, там запаял, здесь 2, 3, 4 раза. 4. Да, 4. Обычно в рамках передачи «Испытано на себе» я делаю что-то 1 раз. Вот, но здесь уже прямо... Так, закроем. Благодаря Александру. Немножко подождем. Я тебя перебью, простите. И смотрим. Держит, да? Ну, пока что тут у нас мало времени, конечно. Такое чувство, что стоит. Такое чувство, что стоит. А за давлением еще надо последить. А так обязательно до -1 надо довести, да? Или чем глубже, вообще, чем глубже, тем лучше. То есть глубокий вакуум может быть там -2 очка. У наших ребят есть вакуумники посерьезнее, чем у меня. А так, чем сильнее вакуум, тем чище система получается, тем меньше в нем массовой доли предыдущего вещества. Ну, еще немножко. А это компрессор такой серьезный, то есть он можно вообще просто перекрыть ему полностью кислород, и он будет стоять работать. Его нормальная работа, он делает вакуум, то есть когда мы его закрываем, вот, ну это почти идеально, то есть у нас отвакуумированный шланг максимум, как он может примерно, и для него он для этого и предназначен. На данный момент высасываем. Судя по звуку вещества взвешенного газового в нем осталось немного. Это я просто с ним знаком, он со мной разговаривает. Он когда начинает реже щелкать, то есть уже
значит дела идут. То есть чем сильнее щелкает, значит тем больше газа еще в нем осталось, он еще работает. Это вот эти щелчки, которые сейчас, да, идут? Да, вот это вот его бульканье. Так, немножечко пока трубопровод примнем, приведем в его более правильное положение. Так он должен быть. То есть делается это аккуратно, но сильно. Ну что ж, мы не будем мучить этот холодильник на доскональную проверку на дырочки. То есть мы его сейчас заправим. Возможно, что-то покажет сразу. Возможно, что-то покажет со временем. Это прямо сейчас, наверное, не имеет значения. Для того, чтобы заправить холодильник, у большинства холодильников есть его технические характеристики. Но здесь вот это вот не написано, допустим, сколько фреона в нем должно быть. Обычно бывает, какой фреон и сколько грамм. Здесь у нас наименование компрессора, какое реле. Хладоген тут не указан. Ищем внутри, посмотрим. Внутри у него тоже такого не было. Может, на самом... Нет, на самом компрессоре не пишется, потому что это идет от него. Вот же она, Вот. Обычно вот на этих холодильниках у них пишется. И здесь у нас написано Хладон 12 0,09 килограмм. То есть в данной модели 12 фреон 90 грамм. Для того, чтобы точно это все заправить, есть специальные весы, работающие от батарейки. Я батарейку вынимаю, потому что на улице холодно, ее хватает на неделю, а стоит она денег, поэтому ношу ее в теплом кармане с собой. Вот он, собственно, Хладон 12. Мы, допустим, включили весы, обнулили значение. Вес данного баллона 4 килограмма 910 грамм вместе с баллоном. То есть пока он не перестанет качаться, значение скачет. Что ж. Все, закрываем шланг, отключаем вакуумник. Вставляем его в сторону. Где у нас розетка от самого холодильника? Вот она. Иди сюда, дорогая. Так, здесь у нас термостат висит на честном слове. Его поставим как-то, он так должен быть. Так, он минимальное, это выключенный. Максимальное поставим в среднее значение, с которого он нам должен подать питание по-любому. И на отвакуумированной системе мы его запускаем. Агрегат зажужжал, заработал. Теперь Агрегату, на секундочку, 30 лет. совершенно верно. Очень часто на вызовах приходит история, что у нас на даче где-то стоит бирюса, которому 30 лет, и он исправно работает. Так вот, эти истории вот про этих вот ребят. Их становится все меньше и меньше. Да. Их заменяют холодильники, которые видели. Буквально что-то работал несколько лет, и вышла из строя вот эта вот шторка. Да, их заменяют холодильники, которые с электроникой. Так, стравливаем воздух со шланга. Ух ты. Это туда масло попало. Надо будет туалетную бумагу. Потому что масло надо вытирать сразу. Надо вытирать бумагой, потому что оно... Где она? Вот она. Масло плохо вытирается мокрыми тряпками. Очень хорошо вытирается бумагами. Если это масло попадает на одежду, отстирать его надо будет в химчистке. То есть 10 стирок масло поступает. Там, почти нереально. Один раз я облил кроссовки, 4 стирки. Не помогло. Потом я замочил эти кроссовки в ВДшке. Потом несколько стирок я отстирывал от ВДшки. В итоге не помогло. То есть масляные пятна, они все равно постепенно проступали изнутри, такое противное. Я думаю, раза с 15-го, наверное, бы помогло. Но не хочу. Но уже материал бы. Уже прям надоело. Так, еще раз. Мы спускаем газ. Лишний спускаем. Так. Переворачиваем баллон, потому что заправляется жидкой фазой. Он тут не должен качаться, да, еще? Он, да,
пропускаем немножко до жидкоря, то есть жидкая фаза сюда пришла, так проще отмерять граммовку. Опять вытираем все это от масла. Желательно сразу. И, я так понимаю, давление в баллоне выше, чем в системе. Поэтому он туда беспрепятственно перейдет. Ну, в заправке ничего особо сложного нету, поэтому Руслану доверять не будем, а то не получится. Собственно, делаем как? Приходим его в состояние спокойствия, зажимаем условно ногой, баллон не качается, обнуляем и начинаем подавать в него 90 грамм. Ну, все спокойно. Плюс-минус грамм там, конечно, погода не сделает, но желательно точно все сделать. 5, 10, 15, 20. Ну и, соответственно, побежало. Медленно делаем, чтобы точку остановки не пропустить. Ну, это погрешность. Или я перелил. Ну, наверное, ничего страшного. Да, в принципе, ничего, можно немножко будет потом стравить, но на данный момент мы проверим. Зашумел. По-другому заработал. Да, это кипит фреон внутри. Добавился звук шипения. Это уже проверяется внутри самого холодильника. То есть можно подойти с этой стороны и послушать. Шипеть он начал внутри. Привычный звук. Если он шипит, значит фреон идет, значит ничего мы не перепаяли. И можно начинать трогать поверхности. То есть в данном случае начинается вот здесь спереди, и потом по змеевику он постепенно так вот опускается холод вниз. Теперь несколько часов для того, чтобы этот морозильник пришел в норму. И можно им дальше пользоваться. Руслан у нас выполнил ремонт своими руками. Почти что полностью. За эту работу ему никто не заплатит. Но холодильник останется у меня. Друзья, ну, хотелось бы, конечно же, поблагодарить Александра. Мы с ним прямо целых 2 части сняли. То есть сначала отремонтировали мой холодильник, потом он, как вы видели, сломал свои 2 холодильника, и я их починил под его присмотром. Поэтому тебе огромное спасибо за очень такой доскональный и очень такой хороший опыт. На самом деле я 4 раза, получается, сегодня провел пайку. Это многого стоит. Поэтому в твоем лице компанию Holotech Service также большое спасибо за помощь в проведении съемок. Ну и, друзья, следите за своей бытовой техникой. Ну а если уж что-то произошло, то, конечно же, обращайтесь к профессиональным мастерам. Это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч. Пока.